Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызымак Кымыс. Наше право». Я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о деятельности профсоюзных организаций. А у нас в гостях председатель Крымской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры Галина Демидова. Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, для чего вообще нужны профсоюзы и чьи права и интересы они защищают в первую очередь? Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что здесь нужно даже отталкиваться от трех вопросов. Первый вопрос – почему нужен профсоюз? Второй вопрос – зачем нужны профсоюзы? И третий вопрос – чьи интересы они отстаивают? Что такое профсоюз? Профсоюз – это общественная организация, объединяющая определенное количество людей общих интересов. Создается профсоюз, он может создаваться из трех даже человек. На организации это называется инициативная группа. Профсоюз – это единственная организация, которая признана государством. Многие законодательные акты, как Конституция, как Трудовой кодекс Российской Федерации, закреплены права и обязанности профсоюзных организаций. Профсоюзная организация даже имеет свой нормативный локальный акт, который называется «Закон о профсоюзах», федеральный закон. Давайте перейдем тогда, зачем нужны профсоюзы. Профсоюзы отстаивают интересы членов профсоюза. Но вы знаете, дело в том, что по практике получается, что профсоюзная организация отстаивает не только интересы членов профсоюза. Как бы странно это ни звучало, профсоюзы отстаивают интересы работодателя. Почему? Объясню. Потому что все нормативные локальные акты, если в организации существует профсоюзная организация, они подписываются с двух сторон, и работодателем, и профсоюзным комитетом, членами профсоюзного комитета, если они входят в состав комиссии. Если они существуют, если профсоюзная организация существует на предприятии или в учреждении, то они обязаны входить в эту комиссию. И тогда ответственность за исполнение того или иного законодательного акта ложится на плечи и руководителя, и профсоюзного комитета. И по практике, вы знаете, очень много сейчас руководителей, которые, наоборот, идут навстречу и сами выходят с инициативы о создании профсоюзной организации. Даже так? Даже так. Дело в том, что они посмотрели, когда начинаются проверки, вот приезжают счетные палаты, и если нету профсоюзной организации, то руководитель за неисполнение того же коллективного договора, там даже может наступить даже административная ответственность. Поэтому, когда идут рука об руку по принципу солидарности, то руководитель и профсоюз, о чем я всегда говорю, вы должны вместе работать на условиях социального партнерства. Тогда легче строится диалог, легче строится работа. То есть руководитель несет ответственность и защищает интересы рабочего, а профсоюз – членов профсоюза. Но все равно, понимаете, это все взаимосвязано. Не может быть член профсоюза не работать в этой организации. То есть он также является членом трудового коллектива и членом профсоюзной организации. Так же, как председатель или профсоюзный комитет являются тоже членами членами трудового коллектива. Поэтому сейчас умные, грамотные руководители, они вот сами выходят с инициативой, звонят нам, приходят к нам и просят, чтобы у них провели собрание, создали профсоюзную организацию. Профсоюз, вы знаете, он может вносить свои предложения в законодательные акты. Вот совсем недавно, вы помните, когда у нас была проблема с пенсионной реформой. Ведь только профсоюзы настояли на том, что были изменены. Вы же помните, женщин 65 лет, у мужчин тоже 65 лет. То есть получалось, что у мужчин на 5 лет, у женщин на 8 лет поднимался пенсионный возраст. Профсоюзы настояли на том, что у женщин поднялся только на 5 лет, и то поэтапно, не сразу. И все-таки... Ну, это уже достижение, конечно, это достижение профсоюзной организации.
Если о полномочиях поговорить, Галина Анатольевна, вот мы уже немножко начали, да, об этом. Какими полномочиями обладает профсоюз? Полномочиями профсоюз, он имеет право подписывать на нормативно-локальные акты. Вот, допустим, отраслевое соглашение. Вот если говорить про нашу культуру, то мы вместе с нашим Министерством культуры, вот сейчас будет у нас новое отраслевое соглашение, мы принимаем участие, мы его подписываем, то есть мы имеем право подписи, да. Также профсоюзы, вот вышестоящая организация Федерации независимых профсоюзов Крыма разрабатывали вместе с отраслевыми профсоюзами трехстороннее соглашение, то есть это было тоже наше республиканское соглашение, это основной документ, по которому работают все наши организации. Также профсоюз может влиять на охрану труда. И на условиях социального партнерства мы работаем с пенсионным фондом, мы работаем с социальным страхованием, мы работаем с Министерством труда и социальной защиты. То есть очень многие полномочия отданы. Ну, если вот конкретно взять какое-то предприятие, да, и люди хотят организоваться в профсоюз, создать профсоюзную ячейку, что им нужно сделать в первую очередь и что это дает им? Вот создание профсоюза. Ну, как я уже говорила, о том, чтобы создать профсоюз, совсем не надо какое-то большое количество людей. Это может быть инициативная группа, состоящая из 3 человек, это уже профсоюзная ячейка. Для того, чтобы создать эту ячейку, у них должно быть просто желание. Да? И обратиться в вышестоящую, то есть если мы берем первичную профсоюзную организацию, у каждой первичной профсоюзной организации на территории есть своя территориальная организация. То ли городская профсоюзная организация, то ли районная профсоюзная организация, а уже городские профсоюзные организации вливаются в республиканскую, то есть в нашу организацию. И первичная профсоюзная организация, она обращается в свою территориальную организацию о том, что они выходят с инициативой о создании профсоюзной организации. Им собирается общее профсоюзное собрание, и люди, желающие вступить в профсоюз, пишут заявление о вхождении в профсоюзную организацию и пишут одновременно заявление об удержании членских профсоюзных взносов. А какого размера вот этого взноса? А взносы, если брать историю, еще при Советском Союзе процент удержания профсоюзных взносов составлял 1%. То есть до сих пор он не поменялся. И эти взносы, они удерживаются одновременно со всеми удержаниями и заработной платы. И перечисляются на расчетный счет, если территориальная организация зарегистрирована как юрлицо, на расчетный счет территориальной организации. Если территориальная организация и она не зарегистрирована как юрлицо, то членские профсоюзные взносы поступают на расчетный счет республиканской организации. И республиканская организация по мере необходимости, по мере запросу от профсоюзной организации, даже мы уже взяли практику, что уже минуя даже республиканскую территориальную организацию, первичные профсоюзные организации выходят на нас и говорят, нам нужна такая-то сумма. Мы смотрим достаточность средств на расчетном счете, они приезжают к нам за деньгами, оформляем, потому что они не имеют права, у них нету кассовых аппаратов, у них нету сейфов, поэтому они приезжают за деньгами по мере необходимости. Ну, соответственно, отчитываются потом, да, их Это уже потом, это уже следующая стадия, когда полный пакет документов они привозят. Но в зависимости от того, на какие статьи расходов они тратят свои деньги. А на что как раз таки можно потратить? Профсоюзные деньги тратятся в первую очередь на проведение культурно-массовых мероприятий. То есть это, допустим, празднование какое-то, да, может быть, это все праздники, которые утверждены законодательно. Это может быть праздники профессиональные, это юбилейные даты. Допустим, хотят сделать праздничный стол для какого-то члена первичной профсоюзной организации, поздравить его. Да, если юбилей или да, какая-то да, помимо этого еще деньги тратятся на выдачу материальной помощи. К сожалению, очень есть нехорошая статья расходов, да, материальная помощь по утрате близкого родственника. Ну, такое случается, поэтому эта помощь будет своевременная как раз. Своевременная помощь, и, к сожалению, вы сами понимаете, что расходы на лечение тоже это основная затрата, когда человек даже
тем же простудным заболеванием заболевает, расходуются очень большие средства на приобретение лекарств. То есть согласно положению, нами разработано положение на выдачу материальной помощи и на поощрение членов профсоюза. И согласно этим положениям выдается материальная помощь и еще поощрение выдается. Поощрение тоже выдается на юбилейные даты, на празднование, допустим, коллектива, да, хотят, допустим, поздравить коллектив с профессиональным праздником, не накрывая стол. Хотят люди, допустим, получить деньги и потратить их так, как хотят, как находят нужным. Вот. То есть это тоже возможно, такой вариант? Конечно, возможно, все в пределах разумного. Больше того, я говорю, мы разрабатываем шаблон положения по материальной помощи и поощрению. А уже сами на местах первичные профсоюзные организации, районные и территориальные организации, они уже могут внутри какие-то пункты добавить, что-то убрать, что-то добавить. Это более актуально именно для них то есть необходимо. в пределах потребности организации или предприятия. Да, Спасибо большое, Галина Анатольевна. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в формате прямого эфира. Говорим сегодня мы о деятельности профсоюзных организаций. У нас в гостях председатель Крымской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры Галина Демидова. Поэтому, если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать их нашему гостю. Галина Анатольевна, мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, вот если на таком простом примере, вот правильно ли я поняла, да, вот взять какую-то организацию конкретную, вот, например, телеканал «Милет» наш, да, мы тоже члены профсоюза вашего и вот начинаем какую-то работу в этом направлении. К примеру, заболел сотрудник. Да, вот как вы сказали, не знаю, что-то случилось, авария или какое-то заболевание, человек оказался в больнице. И что ему нужно сделать, чтобы вот как член профсоюза он мог воспользоваться средствами материальной помощи на лечение, на какие-то медицинские препараты? Это пишется заявление с его стороны или каким образом? Да, я сейчас расскажу. Дело в том, что хочу вам сказать отдельное спасибо вашему руководителю. Он один из немногих руководителей, который вышел с инициативы создания профсоюзной организации. Теперь, что касается материальной помощи. Материальная помощь, есть пакет документов необходимый. Пишется заявление от члена профсоюза на своего председателя первичной профсоюзной организации. Прошу оказать материальную помощь в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то. Подкладывается под пакет документов, допустим, как то ли чеки из аптеки, то ли эпикриз, если человек лежал на стационаре в больнице, либо то больничный лист, если он находился на больничном листе. Вот это те документы, которые, в принципе, несложно собрать. Потом у нас, я понимаю, что не все профсоюзные организации могут в полной мере перекрыть те расходы, которые идут на лечение у члена профсоюза. Мы предлагаем своим членам профсоюза выйти с ходатайством, председателю, выйти с ходатайством на республиканскую организацию. Республиканская организация, в свою очередь, тоже оказывает материальную помощь. В зависимости от того заболевания, на какое потратится, мы даже до 5000 мы оказываем материальную помощь. Но это пока. Чем больше у нас будет вливаться членов профсоюзной организации, тем больше будет оказана материальная помощь. Такая же история и с поощрением. То есть часть средств принимает решение, наверное, на собрании, да, путем голосования непосредственно ячейка профсоюзной организации? Нет, собрание не надо. Или не надо? Нет, собрание не надо, это принимается решение на заседании профсоюзного комитета. Комитета, да, заседание комитета. Да. И затем уже эти данные передаются в республиканскую организацию. Если, и принимается решение. Да, если, допустим, средств не хватает, тогда председатель выходит с инициативой на республиканскую организацию, просим оказать материальную помощь нашему сотруднику, члену профсоюза в связи с тем-то, с тем-то. И, соответственно, республиканская организация никогда не отказывала, и мы всегда идем навстречу. Спасибо, Галина Анатольевна. У нас есть звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела... Говорите, мы вас слушаем. Я бы хотела задать вопрос такого характера. Я с 18 лет до 55 все время была членом профсоюзной организации. Потом я ушла на пенсию, сидела, теперь вот 2 года как вышла на работу, но не вступила так вот в партию или в члены профсоюзной организации. Может ли сейчас профсоюз защищать мои права?
Если вы не являетесь членом профсоюза на этот момент, да? Вот в данный момент, на сегодня, я не являюсь членом профсоюзной организации. Скажите, пожалуйста, сколько времени, как вы уже не являетесь членом профсоюзной организации? Ну, я ушла на пенсию в 55. Мне сейчас на работу устроилась в 64. Ну, 65? давненько, да. 55 или 60? 9 лет. Правильно То я есть понимаю? 9 лет мы так... Ну да, да, не была членом Вы знаете, профсоюзной организации, дело в том, села что- дома. Я поняла Спасибо вас, за ваш я вопрос. услышала. Дело в том, что вообще по законодательству мы, если, допустим, член профсоюза был уволен по собственному желанию и прошел год после его увольнения, он обращается в профсоюзная организация даже имеет право оказать ему материальную помощь в течение года. Но так как у вас длительный срок, мы делаем исключение, к нам обращаются люди, которые действительно долгое время являлись членами профсоюза, и мы помогаем им в зависимости от того, какие вопросы у них возникают. Мгм. Ну, то есть, в принципе, исходя уже из ситуации, конкретно смотря, что нужно человеку. да. Может, это какая-то консультация, правовая помощь, да, то есть ее всегда можно тоже предоставить. Спасибо, Галина Анатольевна. Скажите, пожалуйста, если, например, задерживают зарплату, выплату заработной платы на предприятии, вот каким образом сотрудники могут этого предприятия защитить свои права? Но вы знаете, это уже идет законодательная база, да? И тут уже ответственность полностью ложится на руководителя. Это уже даже не вопрос профсоюзной организации, это уже вопрос законодательства. Ну, то есть, наверное, трудовая инспекция больше как бы Это уже, скорее всего, вопрос будет в инспекцию труда. Это туда нужно обращаться. Но если вдруг, допустим, член профсоюза, он не знает, куда обращаться, у нас работает свой правовой инспектор, мы составляем заявление, помогаем составить заявление в ту или иную комиссию. Вплоть до того, что можно даже обратиться в прокуратуру. Мы подготавливаем, у нас такие случаи были, мы подготавливаем заявление в прокуратуру, и уже последняя инстанция – это суд, когда уже действительно никто не может принять никакие решения, уже последняя инстанция судебная. То есть вы представляете интересы членов профсоюза в суде? Да, также? наш правовой инспектор, он даже представляет интересы в суде того члена профсоюза, который обратился к нам с заявлением. Спасибо. Давайте послушаем вопрос от телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Добрый вечер. Вот я хотела бы узнать, вот профсоюз защищает права человека. Вот я по поводу пенсии хотела бы задать вопрос. Я не могу выйти на пенсию, хоть у меня льготная пенсия. Они мне отсылают уже вот, сейчас скажу, при Украине, вот до сегодняшнего дня я не могу выйти на пенсию. Вот могу я как-то обратиться за помощью? Вы знаете, дело в том, что вы можете обратиться к нашему правовому инспектору, да, можете обратиться. Он единственное, что может вам помочь составить какие-то документы для обращения в пенсионный фонд. Но решить вопрос по вашей пенсии он не сможет, к сожалению. Ну, потому что это другие инстанции занимаются этим вопросом. Это другие инстанции. Я же говорю, единственное, что профсоюз в данном случае может просто помочь вам, правовой инспектор труда, помочь составить правильное исковое заявление. Ну, это тоже на сегодня очень такая вот немаловажная помощь, потому что это все платно, да, если обращаться к юристам. Да, у нас это все бесплатно, у нас правовой... Может, опять же, подсказать, наверное, что вот в прокуратуру обратиться, потому что если касается перерасчета пенсии, то это можно в прокуратуру обратиться, если человек считает, что нарушены его права, и затем там в судебном порядке также. Поэтому это тоже уже значительная помощь, которую также оказывают профсоюзы. Если вообще поговорить в целом о проблемах, с которыми к вам чаще всего обращаются люди, вот члены профсоюза, что это за вопросы, что за ситуации, расскажите. Ну, к сожалению, есть такие организации, где руководители вообще не признают профсоюз как орган. Вот, и не советуются. Дело в том, что все нормативно-локальные акты, которые принимаются в организации, они подписываются, я уже об этом говорила, подписываются двумя сторонами. Как профсоюзные организации, так и руководителям. Но, к сожалению, нарушения идут, и руководители единовластным своим решением подписывают все нормативно-локальные акты. У нас такая ситуация была в Судаке, когда руководитель
не признавал первичную профсоюзную организацию, и, к сожалению, сейчас этот руководитель находится под следствием. То есть мы, как республиканская организация, мы пытались поговорить, пойти на какое-то сотрудничество. Найти общий язык, да, по телефону я разрешить. разговаривала с руководителем, и вроде мне казалось, что это нормальный, адекватный человек. Но, к сожалению, получилось так, что руководитель снят с должности, и сейчас там совершенно другой руководитель, и я так думаю, что там нормализуются взаимоотношения с первичной профсоюзной организацией. Вы сказали о локальных актах, да, которые подписываются, вот принимаемых на каком-то предприятии, организации, которые подписываются руководителем и руководителем профсоюзной ячейки. Что это за локальные акты, может быть? Это Ну, вы знаете, график работы или что? Это все. Это начиная от коллективного договора и заканчивая трудовым распорядком дня. То есть это, что касается заработной платы, это основные нормативно-локальные акты. Потому что очень много сейчас вопросов задается по поводу выплат стимулирующих. Когда у нас сейчас закладывается в основу заработная плата с основными надбавками и доплатами, и какой-то процент стимулирующих. Но, к сожалению, если при Украине была разбивка на основной фонд оплаты труда и дополнительный, то сейчас наши организации получают общий объем финансирования, где в этом объеме сидит все. И если на данный момент заработная плата повышается, то уменьшаются, соответственно, стимулирующие. То есть заработная плата, вы имеете в виду оклад конкретно, оклад. Да? А, соответственно, если надбавка за выслугу лет, то, естественно, тоже получается повышение. Если оклад повысился, повысилось. И там же в процентном отношении выслуга лет, она же не фиксированная сумма, она идет в процентном отношении к должностному окладу. И поэтому, я же говорю, за счет того, что повышается оклад, уменьшаются стимулирующие выплаты. И люди не понимают, как так, если они в прошлом месяце по стимулирующим получили одну сумму, а в этом месяце они получили другую. Но, к сожалению, у нас может быть, надо пересматривать финансирование. Если такая возможность у руководителя, к сожалению, я не знаю, не могу вам сказать. Но в свое время, когда я занималась финансированием, и мы знали, что идет повышение заработной платы, и мы в сотрудничестве с нашим министерством мы всегда пересматривали финансирование, всегда добавлялось нам А вообще вот стимулирующие, да, размер стимулирующих, от чего они зависят? То есть это устанавливается непосредственно руководителем предприятия? То есть 70, 80, там, 100%? Есть, на каждой организации должен быть разработан порядок выплаты стимулирующих. Это зависит от стажности, то есть человек, если проработал долгое время, от профессиональных качеств, от образования. То есть вот такие вот критерии должны быть заложены в стимулирующих. Если, естественно, сейчас, вот как наши организации жалуются, что получается, что у наших работников, которые долго работают, у них получается должностной оклад, выслуга за то, что они уже столько лет отработали, и приходит молодой специалист, ему, как говорится русским языком, вдогонку добавляют стимулирующие и выравнивают на уровне работника, который проработал много лет вместе с выслугой. И, конечно, очень много работников у нас обижаются. И, соответственно, нужно уже с руководителем... несправедливо получается несправедливо, распределение стимулирующих. Ну, есть у руководителей, у некоторых, это опять же я скажу, к сожалению, есть любимчики, которым, вы знаете, дают больше стимулирующих, а человек, который чем-то недоволен и высказал в адрес руководства какие-то нелестные слова, дают меньше. Ну, к сожалению, это так. Ну, в таких ситуациях доводилось разбираться вот вашему профсоюзу? Мы постоянно разбираемся в этих ситуациях. К сожалению, в последнее время участились эти случаи. А как руководители реагируют на это? Ну, нормальный, грамотный руководитель, он понимает, что он был неправ, и совершенно по-другому уже начинают разговаривать с профсоюзной организацией. Вот такая же ситуация у нас была, и сейчас отношения выровнялись. У нас в районе, в Бахчисарае, у нас отношения с руководителем нашего председателя выровнялись, потому что мы подключились, объяснили, потому что наш председатель, она очень грамотная у нас председатель, но сама она не могла пробить эту стену. И когда уже республиканская организация подключилась, руководитель совершенно по-другому, другими глазами посмотрел на все это. Есть еще ситуации, когда у нас
в первичных профсоюзных организаций, получается, обезглавленные, уволен председатель первичной профсоюзной организации. Опять нарушение. Руководитель не имеет права уволить, даже если это у него заканчивается срочный трудовой договор. Он должен был поставить республиканскую организацию о том, что у председателя первичной профсоюзной организации заканчивается срочный трудовой договор, и мы должны были сообща что-то решать. Либо мы переизбираем председателя, потому что обезглавленная профсоюзная организация не может быть, либо он продолжает действовать, с ним заключает заново контракт. Угу. Ну, это тоже важный момент. В завершении хотелось бы спросить, у нас уже осталась буквально минутка до конца нашей программы, сколько организаций входит непосредственно в ваш профсоюз, и вкратце, чего удалось достичь за это время, или чем занимаетесь, какие планы? Ну, в моей организации сейчас на данный момент, в Крымскую республиканскую организацию, входит 160 членских профсоюзных организаций вместе с территориальными, районными, городскими, первичными и больше 7 тысяч членов профсоюза. То есть это работники культуры, да? То это есть, исключительно работники культуры, потому что в каждой отрасли свое количество членов профсоюза и свое количество организаций. Что нам за этот период удалось достичь? Повторюсь, что вышла за инициативы на наше Министерство культуры о том, что заканчивается срок отраслевого соглашения, и нам нужно либо его заново создавать, либо пролонгировать. Но, к сожалению, в данном действующем отраслевом соглашении пункта о пролонгации нету. Поэтому сейчас мы будем вносить изменения в данное отраслевое соглашение. Сейчас создается комиссия по работе. Потом сама лично принимала участие в заседании Общественного совета по работе с молодежью, которое состоялось в Университете культуры. Действительно, сейчас это большая проблема, потому что молодежь наша, можно сказать, не занята, да, когда у них вечерами свободное время выпадает. Поэтому говорили о том, что создавать площадки для молодежи, подключать молодежь, создавать молодежные советы. В России, вы знаете, что создаются молодежное правительство, в которые будут ходить наши молодежные советы, которые помощники наших профсоюзов. Потом тоже принимала участие в создании республиканского соглашения. Тоже мы все отраслевые профсоюзы выходили с инициативой тоже в республиканское соглашение со своими предложениями. Сейчас на данный момент 6 декабря было подписано это республиканское соглашение. Сейчас он пройдет свою регистрацию и уже будет опубликовано. Какие планы у меня? Я прошу прощения, Галина Анатольевна, у нас уже все время программы истекло. После нас идут прямо в прямом эфире новости, мы не можем задержаться даже на минутку. Вот так буквально одним предложением подводим итог и прощаемся с нашими телезрителями. Одним предложением работать на защиту членов профсоюза, сделать их труд достойным, чтобы не было проблем с охраной труда, чтобы были все здоровы, живы. И с наступающим Новым годом вас поздравляю. Спасибо большое, желаю вам удачи в вашей работе, чтобы действительно вам удавалось отстаивать права трудящихся, да, простых людей, которые работают на крымских предприятиях и организациях, и действительно, чтобы профсоюзы работали эффективно. Я напомню нашим телезрителям, что мы говорили сегодня о деятельности профсоюзных организаций. У нас в гостях была председатель Крымской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры Галина Демидова. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами ровно на 1 неделю. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Всего вам доброго.